Пятилетнему Умалту в гостях у Снежной королевы совсем не страшно. В числе других ребят он принимает активное участие в новогоднем приключении, которое организовало руководство ЧГТРК «Грозный» для детей-телевизионщиков. Юные зрители аплодируют и танцуют, поддерживая любимых героев. Опять котенок на дерево забрался? Да какой котенок? Снегурочка! Снегурочку украли! Как? Когда? Узнав, что Снежная королева пригласила в гости лесных обитателей сказочного королевства, Бармалей и Баба-Яга решают испортить праздник детям, украв Снегурочку. Чтобы освободить ее от злых чар, героям приходится преодолевать различные испытания. Они отгадывают загадки, исполняют песни и танцуют, ну а юные зрители рассказали стихотворение. Тихо ей качается, старый год кончается, хорошо зимой лесу, это красим бахмара. Это мягко кот скрыться и не серебрится. Тихо ей качается, старый год кончается. По традиции в этом новогоднем приключении добро победило зло. Снегурочку спасли, и она вместе с Дедушкой Морозом и остальными друзьями встретила Новый год. Сотрудники ТЮЗа в своей постановке в гостях у Снежной королевы постарались максимально задействовать детей в шоу. Судя по радостным лицам и звонкому смеху ребят, им это удалось. В сказке у нас участвуют в персонажах как советских, так и американских мультиков Шрек, Фиона, Тигра, Барс. Все они спешат на помощь Снегурочке. У нас вчера был премьерный день, мы отыграли 3 спектакля. После первых 2 спектаклей у нас дети отказывались уходить. Однако сюрпризы освобождением Снегурочки не завершились. В конце новогоднего праздника детей ждали подарки от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Встречали наступающие и воспитанники республиканской школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поздравить ребят на новогодний утренник приехал руководитель управления Федеральной налоговой службы по Чечне Моусар Самаев. Кроме теплых пожеланий, дети получили и подарки от фонда имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Воспитанники школы-интерната рассказали детям стихи и показали творческие номера. Хаус урдолшду, хаус элт эдилин дон тон диакаршду, шун юшун дон потихоньку дон жем даш. Без праздника не остались и дети сотрудников, погибших и раненых при исполнении. Отдел МВД России по Ачхой-Мартановскому району провел для них торжественное новогоднее мероприятие. Маленьким зрителям организовали настоящий концерт и показали сказочные постановки. И, конечно же, дети не ушли без подарков. Сами себе новогодний праздник устроили отдыхающие Шелковского круглогодичного детского лагеря. Концерт прошел на сцене крытого амфитеатра. В одной только смене здесь отдыхают более 200 детей. Каждому из них от общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова передали подарки. Поздравили с праздником и детишек Урус-Мартановского района. Свыше 60 детей, а также вдовы 50 сотрудников, погибших при исполнении, получили подарки от Деда Мороза. Для гостей была подготовлена концертная программа. Луиза Хатуева, Хамзат Аюбов, Илина Дадаева, Магомед Салтымурадов и Юсуп Каимов. Новости.